Harper's Weekly, Journal of Civilization. Нью-Йорк. Суббота, 6 июля, 1907 год. Нынешняя дорога была построена русскими около 40 лет назад и укреплена казачьими заставами в казармах и башнях. На северных склонах Кавказа живет племя, называемое ингушами или ингаучами, которые, как принято считать, живут исключительно за счет чужого добра. Как некоторые добродетельные люди живут исключительно за счет орехов. Конечно, это клевета, поскольку воровство не может быть достаточно обильным, чтобы поддерживать жизнь в горной глуши. Но привычки ингушей — это то, что натуралисты называют хищными. Я подумал, возможно, это было причудой, когда, пройдя мимо деревни ингушей, мой татарин в следующий раз расстелил свой брезентовый коврик, указав на юго-юго-восток в сторону Медьки. Его земные поклоны и ритмичные песнопения проявляли пыл. В какой-то момент около дороги он показал мне небольшое плато, на котором все еще можно было увидеть следы разрушенных стен и заброшенных полей. Когда-то там стояла деревня ингушей. Она приобрела такое завидное богатство грабежом прохожих, что русское правительство забрало все богатства и полностью уничтожило деревню, за исключением одного дома, который все еще оставался в середине плато. Там осталась одна семья, как будто для того, чтобы увековечить их разбойничью породу. Я встретил нынешнего представителя этой расы, великолепного в своей высокой белой шапке из кудрявой шерсти и в силе здоровой мужественности. И я заметил, что из его глаз исходила неприкрытая и несокрушимая честность. Итак, в то время автор утверждает, что русские клевещат на ингушей. Этим же самым занимаются русские дипломаты и по нынешнее время во всех странах, где компактно проживают ингушские коммуны. Мерзкое поведение России по отношению к ингушам не поменялось и никогда не поменяется.